Еще одна спортивная интрига должна разрешиться завтра в Абу-Даби. Там пройдет титульный бой за звание чемпиона мира по смешанным единоборствам. За пояс UFC сразятся Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье. Еще 3 дня назад Хабиб весил 76 килограммов, а на сегодняшнем взвешивании должно быть всего 70. Грамотно подобранные нагрузки, строжайший режим и спортивная диета – все это не помеха для встречи с журналистами, где Хабиб и Порье сошлись в дуэли взглядов. Материал моего коллеги Игоря Прудникова. Абу-Даби в предвкушении главного события года в смешанных единоборствах. 7 сентября в октагоне встретятся 2 чемпиона. Россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье. Нурмагомедов и Порье – это 2 разные философии смешанных единоборств. Дастин невероятно хорош в стойке. Его соперники чаще всего принимают удары локтями, коленями и, конечно, коронной для Порье левой. Очень хороший соперник. Многие ему не дают шансов, но я так не думаю. Очень хороший ударник, очень много дрался с хорошим соперником. Я готовлюсь как на самый тяжелый бой. Хабиб – признанный король грэпплинга, стиля, в котором боец использует броски, захваты и болевые приемы. Против навыков Нурмагомедова пока никто не устоял. У Хабиба было 27 боев и 27 побед. Это все, что нужно знать. Кто окажется сильней в чемпионской схватке? Интрига, которую обсуждают любители смешанных единоборств во всем мире. Внимание болельщиков и журналистов сфокусировано на событиях в Абу-Даби. За несколько дней до начала турнира организаторы по традиции проводят день открытых дверей для прессы, на котором журналисты могут в спокойной обстановке пообщаться со спортсменами. Участников делят на 2 группы, чтобы соперники не пересекались. Первым на публике появился Дастин Порье. Его тут же засыпали вопросами о том, какую тактику он собирается использовать в бою с Хабибом. Выдавать свои секреты американец, конечно же, не стал. Нурмагомедов, максимально сконцентрированный на предстоящем поединке, от интервью вежливо отказался и появился на сцене только для того, чтобы провести дуэль взглядов. Долгожданный момент. Впервые в Эмиратах чемпионы встречаются лицом к лицу. До титульного поединка остается чуть больше суток. Уже сегодня состоится официальное взвешивание бойцов. Хабиб и Порье выступают в легкой весовой категории, а значит, на весах должны быть зафиксированы цифры не более 70,3 килограмма. Всего за 3 дня до боя вес Хабиба превышал допустимый на 6 килограммов. Но для бойцов это обычный рабочий процесс. Самое главное сейчас грамотно, четко следить за весом, за питанием, за тренировками, сколько кушаешь, сколько сгорает на тренировках. Так что в этом плане у нас очень большой опыт. Сбросить 6 килограммов всего за несколько дней. Разве не об этом мечтают многие женщины перед курортным сезоном? Но весогонка спортсменов – процесс не только изнурительный, но и опасный, если должное внимание не уделять правильному режиму и тренировкам, ориентированным на высокую двигательную активность. Останется 4 тренировки. Это в среднем 1,5–2 килограмма за тренировку. Но последние 2 тренировки будут тяжелейшими. Там ни воды, ни питья. Мы его называем на сухомятке. Чисто сухой. Ну, надо потерпеть. Период сгонки составляет порядка 2–3 дней, а до него боец проходит несколько недель строгой диеты. Нурмагомедов придерживался ее и перед поединком с Конором Макгрегором. Обычный завтрак спортсмена состоял из 2 ложек меда и стакана воды. Потом 2 финика, овсяная каша и стакан чая. Рацион чемпиона невелик, но этого требует результат. Задача Хабиба в период весогонки в буквальном смысле выжимать из организма влагу. Тренировки в плотно закрытых костюмах, посещение сауны в одежде, и килограммы буквально выливаются из рукава. Она всегда так изнурительная весогонка, последняя ночь до взвешивания. Утром взвешивание в 9 утра и где-то до взвешивания за пару часов мы начинаем, вот пару часов потеем, выводим воду, и такая нелегкая процедура. Букмекерские конторы уже принимают ставки на сгонку веса. Эксперты оценивают шансы Хабиба на успех в битве с килограммами в 8 раз выше, чем вероятность провала. Права на ошибку у россиянина нет.
Бой с участием Нурмагомедова ждут в 163 странах мира. Трансляция будет идти на 35 языках. Хабиб очень популярен во Франции. У нас любят таких, как он. Он скромный, физически сильный, не скандальный, поэтому французы любят его. На Ближнем Востоке о Нурмагомедове заговорили, когда он взял пояс. Он просто взорвал наши умы. Он очень уважаемый мусульманин, верен своим взглядам, традициям. Поэтому у нас его любят, и он достоин того, чтобы быть чемпионом. Оспорить чемпионство Нурмагомедова попытается Дастин Порье. Бой за титул чемпиона легкого веса уже скоро. Игорь Прудников, Виктор Степанов, Первый канал, Абу-Даби. Вот буквально только что в Абу-Даби состоялась формальная процедура взвешивания спортсменов. Официально предстоит сегодня вечером. Вот кадры с церемонии, которая прошла в одном из отелей. Хабиб Нурмагомедов весит 70 килограммов и 300 граммов. Такой же вес и у его соперника, американца Дастина Порье. И это при том, что всего 3 дня назад, напомню, наш спортсмен весил на 6 килограммов больше. И за такой короткий срок пришел в нужную форму. Итак, не пропустите трансляции супербоя Нурмагомедов-Порье 7 сентября, то есть завтра в 22:30 по московскому времени на Первом канале.